Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Как вы вообще решили заниматься, татарскими проектами? Я закончил татфак КФУ. У меня отец в 90-х был руководителем общественного центра, ТОЦ, в общем, татарского общественного центра. В семье мы все время достаточно такой патриотически ориентированная семья. С тех пор, видно, осталась. Всегда это было интересно. Это не было там моей центральной деятельностью, но всегда интересно было что-то создавать, делать. Вот. Потом я был в Саляте несколько лет, тоже повлияло, я думаю. В общем, в этом смысле мне это всегда интересно и мотивирован, я, в общем, скажем. Но вы где-то упоминали, что вы учились в русской школе, но татарский язык у вас хороший, я так понимаю. Я учился в русской школе, да, в Нижекамске, в лицее, рос в русском дворе. Я бы не сказал, что у меня хороший татарский язык, я знаю его с точки зрения науки, то есть я закончил татфак. На татфаке ты учишь язык с точки зрения филологии, да. С этой точки зрения я его неплохо знаю, лучше, чем большинство. А вот говорить на сложные темы, на простые, естественно, нормально, легко говорю, и в семье мы разговариваем по-татарски. А вот на какие-то сложные темы было бы, мне тяжеловато, по-русски мне проще. Я думаю, этот факт может это дать, знание такое. Этот факт, он не учит тебя говорить, то есть ты не учишься там разговаривать, это же не сценическая речь, да, и не театральный. Ты учишь там уже язык с точки зрения именно науки, то есть ты изучаешь его строение, морфологию, синтаксис и так далее. Я нормально разговариваю, я не то, что я не умею, я закончил с хорошими оценками татфака, все нормально. Просто говорю же, на сложные темы я говорю не так хорошо, как и на самом деле очень многие. Даже те, кто считает, что хорошо знает татарский язык, когда начинаешь говорить на темы не просто айда-чай шабис, они теряются. Раз уж мы пришли к татарскому языку, у вас были некоторые высказывания по поводу того, что знать татарский язык не обязательно. Да, не обязательно. Не обязательно татарин, вы имеете в виду? Да. Это такая сложная тема, да. Наверное, надо уточнить, все-таки хорошо знать, безусловно, но просто я вижу, что знание татарского языка, фактически многие считают себя татарами только из-за знания языка или приравнивают знание языка к тому, чтобы быть татарином, отрезая тем самым кучу народу, который не знает язык, но хотели бы оставаться татарами, идентифицируют себя татарами и так далее. А они взамен получают тонну хейта, что ты даже татарский не знаешь. И я думаю, что это совершенно несправедливо и тем более стратегически совершенно неверно такое поведение. Народ не может состоять только из языка. Ты не можешь, самоидентификация не может стоять только из языка. А у нас, по-моему, процентов на 80-90 мы состоим из языка, да, и потом уже культура, история, все остальное начинается. Я вижу, как это очень чувствительно люди к этому относятся. И со второй стороны тут надо посмотреть. Люди, которые знают татарский язык и которые бравируют тем, что они так хорошо разговаривают, они, в принципе, в большинстве своем для этого ничего не сделали, да? Они просто родились в татарской семье, выросли в татарском дворе и учились в татарской школе. То есть целенаправленно людей, которые не знали язык, изучили его, таких я знаю парочку буквально. И к ним у меня большое уважение, от них я готов получать замечания, да? А тех, кто просто волею случая знает язык, и теперь он оказывается лучше того, кто не знает, я к ним отношусь очень скверно. Потому что, опять же, я считаю, что народ не может состоять из языка.
из только языка и из чая, грубо говоря. А что тогда входит в это понятие быть татарином, на ваш взгляд? Ну, много чего еще. То есть, мы, когда говорим о самоидентификации, мы, во-первых, всегда берем язык, историю, культуру, да? Понятно, это такие три столпа. И, в принципе, у татар все это есть. Но входит и много чего еще какого-то дополнительного. Не знаю, например, пачмаки, грубо говоря, кухня, да? Какой-нибудь культурный код, то есть какой-нибудь бэхэтле, сейчас там тюбетей, грубо говоря. Ну, это еще с едой связано, говорю. Когда мы говорим именно о культурном коде, это знание каких-то, ну, идентификация себя, например, там, не знаю, с гимном или с Минера там Синтарстан Салавата. Татарские шутки, которые понимают только татары, ну, когда именно говорим про код, да, все эти шутки про чай, там, допустим, или про беренге лутау, ну, про деревенские какие-то вещи. То есть это такой комплекс этих мелочей, которые, возможно, и появились не очень давно, но все создают из тебя вот именно татарина. И опять же, а у нас получается, что многие приравнивают только знание языка к тому, чтобы быть татарином. Ну да, это понятно, но сложно понимать все остальное, ту же культуру и так далее, не зная совершенно языка. Да нет, легко, но елки-палки. Ну, много народу, которые, ну вот, у них не получилось, они или выросли за пределами Татарстана, или вот в каких-нибудь русских школах были и так далее. Они плохо знают язык. Ну, сейчас тем более очень много народу плохо знает язык. Но говорят, я татарин, мне нравится, они изучают, не то что изучают, они интересуются своей культурой, своей историей. Мы что, мы лишаем их права быть татарином, что ли, только из-за того, что они не знают язык? Изучение языка — это очень непростая вещь, когда ты с нуля это делаешь. Татарский не самый простой язык. И я бы не сказал, что вот если ты в детстве не изучил, а потом начал, что у людей есть много времени на это. Мало времени, ну и мало мотивации, потому что мало где нужен, да? Скажем откровенно, что в обществе он не слишком требуется, когда все знают русский. Поэтому главный посыл в том, чтобы относиться спокойно к людям, которые не знают татарский. Это было бы совершенно корректно, я думаю. Ну да, это понятно. Я вообще до определенного возраста не знала, что на татарском говорит кто-то еще вообще, кроме моих родителей. И поэтому... Да, и в любом случае мы придем к... Ну, это тренд, я думаю, мировой, что возвращение к корням, так сказать. Сейчас идет уход от корней, да, а потом возвращение будет, и люди и язык изучат, и все остальное, так что это не проблема. Главное, чтобы не было этого негативного посыла, потому что если он будет, то уже появится эмоциональное отторжение, стена такая, что я не буду изучать, потому что вот меня один раз там какой-то на улице чувак проклял за то, что я не знал, как ответить по-татарски. Да, это правильно. Так. Какие есть, помимо вот этого клейма татарин, не татарин, какие есть проблемы в сфере развития татарского языка, на ваш взгляд? Какие проблемы? Ну, собственно, отсутствие для него как бы сферы использования, то есть мы его не используем практически нигде, кроме как у себя на кухне, да, то есть в своей семье. И, естественно, в таких условиях он не растет, он не развивается, у нас нет новых слов, не появляется новых слов, не развивается сам язык, он остался там структурой во многом как деревенским языком, ну, как он был много лет назад, деревенским не в негативном ключе, а просто таким же, как раньше. А обычный язык все-таки развивается.
сильное влияние, соответственно, русского языка из-за того, что на нем все разговаривает, и синтаксис предложений у городских татар сильно изменился, да, то есть мы говорим подлежащее и сразу сказуемо, как в русском. Мин барам магазинга мы говорим. Хотя правильно не магазин, а барам, да? И уже как будто нормально, уже как будто так правильно. В принципе, ничего прямо неверного в этом нет, но сказуемо в татарском у нас в конце предложения, да? Да. Нормальном предложении. А мы уже разговариваем с русским синтаксисом, с русским порядком слов. Или там, не знаю, мы используем союзов много, там, хэм, допустим. Хэм же он вообще не свойственен татарскому языку и говорить, да? Мин эниге бардым хэм анда чай ичтим. Это же по-русски. Я пошел к маме и попил там чай, да? По-татарски будет мин эниге барып чай ичтим. Да. Вот такие вещи, и, соответственно, он очень сильно русифицируется, меняется. Ну, не знаю, насколько это все плохо. Он просто меняется. Он не скажет, что он хуже становится. Но меняется это точно. Именно в сторону русского языка, под воздействием русского языка. А что нужно развивать тогда, чтобы вернуть его актуальность, функциональность повысить? Ничего не надо развивать. Если у него нет сферы использования, ты ничего не сделаешь. Искусственно ничего невозможно сделать. Невозможно просто заставить всех говорить по-татарски, да? Если нет ареала использования, нет сферы использования, то он и не будет развиваться. Это же у нас любят чиновники сказать, это гайлядентра, все из семьи идет, да? То есть, если в семье говорят по-татарски, то и ребенок будет знать. Да это вообще не так. Мы говорили с ребенком первым исключительно по-татарски до, получается, 4 лет. Он знал татарский и немного английский. Он русский почти не знал. И как только он пошел в садик, он знал еще русский, но какие-то отдельные слова. Как только пошел в садик, он практически через неделю, даже через пару дней уже переключился на русский. Он понял, что язык общения русский. И сколько бы ты ни говорил в семье по-татарски, если на улице говорят друзья с ним по-русски, он будет говорить по-русски, естественно. Поэтому вайляден трамишу. Тра, но не все, не 100%. Я что-то на вопрос неправильно танковый вопрос был, я в другую сторону ушел. Что делать, чтобы больше он использовался? Соответственно, тут уже мы заходим в сферу опасную. Что надо делать? Наверное, надо остановиться. Давайте. У детей это уже фокус внимания, наверное, потому что мы тоже ходили в русские детские сады, но дома просто на другом языке разговаривать было невозможно. Слушайте, это же разные вещи. Говорить дома, щупна-от и так далее, да? Это же очень простые слова. На этом уровне знают очень многие. А, например, вот такое интервью, которое у нас с вами идет, вот его записать про клавиатуру, про еще что на татарском языке, это уже другой уровень общения. Тебе надо выстраивать длинные предложения, использовать терминологию, которая не в татарском, да? То есть взамен ты русскую будешь использовать. Использовать конструкции, которых не существует в татарском, потому что язык не развивается. Это совершенно другое. То есть надо разделять бытовой язык, который, естественно, да, он в семье развивается, и я думаю, что очень многие на нем могут говорить. И язык именно мышления и диалога с другим человеком. Диалога именно обсуждения сложной темы. Это разные вещи. Вы вообще где-нибудь слышали в последнее время, чтобы, например, сложную тему обсуждали в татарском? Ты, например, читаешь какое-нибудь интервью писателя, который хорошо говорит на татарском, да, его так сложно понимать, потому что оно или переведенное, или он вот эти русские конструкции переводит на татарский, потому что понятно, что он так не разговаривает в жизни.
Ну да, это нужно еще поискать, чтобы найти. Да, сложной татарской речи практически нигде нет сейчас. В театрах, наверное. В театрах театральный стиль, они немного на другом языке говорят. Но, в принципе, да, наверное, что они говорят лучше большинства. Театры, артисты, вот, они, многие, кстати, из-за того, что росли в деревне, у них хороший, красивый татарский, их приятно слушать, да, действительно. И они могут формулировать мысли очень быстро и красиво. Ну, не все, но многие. Угу. А какие проекты .NET в последнее время вы можете назвать самыми важными, интересными или, может быть, крутыми? Слушай, .NET не существует. Я вот этот термин вообще не люблю. Что такое .NET? 10-20 сайтов, которые эти есть, да? .NET на татарском языке практически нет. Поэтому что-то еще называть, тем более. А вы назовите хоть 3, я вспомню, может. Проекты? Да. Ну вот, например, наверное, к этому можно отнести. ChatGPT татарский пытаются развивать, Telegram на татарский язык кто-то переводит, образовательные проекты. ChatGPT, он сам по себе на татарском, его никто не развивает. Это, собственно, появилось, я так понимаю, сам OpenUI это делает, OpenAI компания. Ну, это вообще замечательно, что он есть. Я очень рад, очень круто. Мне прямо нравится. Я использую периодически. Удивительно, что это так хорошо все работает. Кстати, вот, собственно, стоит отметить, наверное, Институт семиотики Академии наук. Они классные вещи делают. Они сделали переводчик хороший. Конечно, вот ChatGPT, по-моему, получше переводит теперь. Но в любом случае они сделали хороший переводчик. Они выкладывают, все словари выложили, то, чем я часто пользуюсь, выложили татарскую грамматику на сайт. Ну, то есть это такая цифровизация, которая давно нужна была. Хорошо, что они это делают. Я благодарен, что вот они есть и работают. Сделали вот этот распознавалку речи, она, по-моему, так себе работает пока, но в любом случае она есть, и есть на что опираться в будущем. Это сложный проект, учитывая, что вот языка нет, не существует, то есть материала мало, для искусственного интеллекта надо очень много фактического материала, а им приходится собирать, ну, как они этот объявляли, сбор отдельных звуковых дорожек. А вот к переводческим проектам я отношусь очень, ну, так себе. То есть я скептически к ним отношусь. Я думаю, что это бесполезная трата энергии. Опять же, ну, то есть я с уважением отношусь к людям, которые этим занимаются. Хорошо, что они хоть что-то делают, да? Но практической пользы я особо не вижу, потому что, опять же, в отсутствии ареала использования, сферы использования языка, ну и что вот эти несколько слов ты знаешь по-татарски, ну, видишь по-татарски, какой-то большой пользы от этого знания языка, я думаю, не появится. Тем более они как бы многие термины немного по-своему переводят, как хотят, из-за того, что, ну, нет терминологии. И в общем и целом достаточно, ну, не то что бесполезно, наверное, это жестко будет сказать бесполезно, но эту же энергию можно было, наверное, использовать на более интересные проекты. Ну, спросят, какие, я не знаю, какие. Но перевод отдельных платформ на татарский язык, в общем, я к этому скептически отношусь. Я сам занимался в свое время, когда Windows переводили на татарский, я тоже был в команде, так что я знаю, как это делается и что это такое, и как это сложно. Но вы сами видели, это перевод Windows, он хоть и существует, у скольки людей он установлен, очень небольшого количества. Хотя он доступен бесплатно, пожалуйста, зайди в Microsoft и скачай перевод Windows на татарский. Вот, ну, то есть какие-то проекты в сфере информационной технологии, они есть, но их довольно мало. Собственно, опять же, кроме Института семиотики, я таких интересных и не вспомню сейчас. Вот еще они корпус языковой выложили, это тоже очень важно, когда с текстами работаешь, языковой корпус важен.
И у них вот есть, скажем, не конкуренты, но люди, которые сделали то же самое, это сайт corpus.tatar. Он тоже классный, удобный. Ну, хорошо, что это сделали, они забросили, я так понимаю, это были какие-то энтузиасты. Возможно, я даже знаю их, но, к сожалению, забросили развивать этот проект. Тоже очень именно для узкой аудитории, для тех, кто занимается языком, это очень удобная штука и полезная. Вот, что еще вспомните? А вот этот перевод Ютуба на... Был же какой-то перевод такой на лету на татарский язык? Тоже довольно... Я не очень понимаю, в чем польза. Опять же, это как-то изучать язык, что ли, или перевод еще что. Ютуба? Да, был же этот... От Минцифры выложила такой... проект, где ты скачиваешь такое приложение к Chrome, и оно на лету YouTube переводит на татарский, то есть звук переводит. Нет, я такого не слышала, честно говоря. Ну, это где-то полгода назад было. В принципе, все знали об этом. Я попробовал один раз, что-то поприкалывался и забросил, потому что а зачем он нужен-то, как бы все русские знают. Непонятно, зачем он нужен. Да, в начале года было такое. А Википедия есть татарская. Тоже давно. Википедия классно, что, опять же, классно, что она есть. Классно, что там есть энтузиасты. Скажем так, лучше, что она есть, чем ее не было бы, да? Я ей особо не пользуюсь. Пару раз как-то она мне в поиске выходила, и даже какую-то информацию я оттуда взял. Но, естественно, когда у тебя занимается такое маленькое количество, она очень слабая и мало информации. Ну, классно. Это, конечно, очень полезная штука. Хорошо, что она есть, опять же. Ну и вот, опять же, это же Википедия, это проект должен развиваться органически в, там, не знаю, у народа или у государства, у которого все нормально с языком, куда приходят пользователи сами по себе, без, там, скажем, не знаю, вмешательства государства. А то у нас же говорят, вот, дайте им много денег, чтобы куча народу там пришло и делало Википедию. Но также это не работает. Википедия же как раз на open source, на идее open source основана, чтобы люди приходили и добавляли свой язык туда, да? И я думаю, это хорошее отражение той ситуации, в которой находится татарский язык и татарский народ, что она такая бедная, и что буквально там несколько энтузиастов ей так активно занимаются. Ну, я думаю, мы же пытаемся прийти к тому, чтобы татарский язык все-таки использовало больше людей. Мне кажется, он сейчас становится более актуален, чем был некоторое время назад. То есть сейчас это уже не стрёмно разговаривать на татарском языке и так далее. Ну вот видите, у нас наше мерило нашего использования, это не стрёмно говорить на татарском языке. Это же должно быть само собой разумеющееся. Это же смешно, что мы боремся за то, чтобы было не стрёмно разговаривать на татарском языке. Я вообще не хочу за это бороться, да, я хочу родиться и уже спокойно разговаривать на языке, на котором там говорят мои родители и моя семья и люди вокруг, а не обсуждать, а как сделать так, чтобы было не стрёмно разговаривать на татарском. Но в целом, да, я тоже это заметил, что как-то более спокойно стали использовать. Я вчера был в парке Елмай, и у меня такое ощущение было, что вокруг одни татары. Потому что все говорили татарским, я думал, о, как классно. Наверное, вот так себя чувствует житель какой-нибудь Франции или, не знаю, Вьетнама, который даже не задумывается об этом, о том, что, а что все вокруг говорят на моем языке, а мы задумываемся. Это же тоже индикатор нашего положения, да? То есть вдумайтесь, что в большинстве государств люди не задумываются о том, что как классно, что вокруг все говорят на моем языке. Смотря какой народ, наверное. То есть это же изначально это проблема, которая вытекла из чего-то. Она не на пустом месте так получилось, что на татарском языке вдруг стало стрёмно разговаривать. Да никогда не было стрёмно.
Не знаю. Мне как бы с того, что я был на татфаке в Салете, у меня вокруг все на татарском говорили, поэтому мне тяжело говорить. Но, в принципе, в детстве Нижегород был тогда очень часто татарский город, а тогда был довольно русский город. И там было, действительно, наверное, редко говорили вокруг на татарском. Ну вот, например, если говорить с коренными казанцами, которые там давно еще, ну вот, когда какая-то, не знаю, с какого периода это началось, но они говорят, что не принято было там из деревень приезжать, разговаривать на татарском, то, что косо смотрели, там высказывали что-то. Ну, это точно было, потому что, опять же, вот на татфаке, из-за того, что у нас большинство людей было из деревень, к ним студенты с других факультетов, конечно, немного относились, ну, так, с пренебрежением. Ну, это немного можно понять, потому что немного культура общения в деревне другая. Это более громкие люди, скажем, более быстро разговаривающие. Это колды-тырман. По-другому немного себя ведущие. Это, грубо говоря, как люди относятся к цыганям иногда, потому что цыгане очень себя немного очень свободно и, скажем, громко ведут, да, все начинают на них косо глядеть. И это немного на это похоже. И действительно такое пренебрежение я замечал, когда учился. Ну, я думаю, и сейчас это есть. Это никто не скрывал особенно. Вот. И к целому факультету тоже, не только к людям отдельным, а было такое пренебрежение. Ну, КФУ в целом, он очень русский институт, русский университет, и там этот факт всегда был немного чуждый, да, этому университету. Поэтому это пренебрежение чувствовалось, насколько мне преподаватели говорили, и раньше еще больше, тем более, потому что были совсем все из деревень, да и сейчас тоже, наверное. Наверное, да, такое может быть. Может, о ваших проектах расскажете? Какие у вас были самые любимые, топ самых успешных реализованных проектов? Так, ну, самый, наверное, успешный это Альбетта проект. Это как раз проект с лекциями татарских ученых. Альбетта.ру. Он, наверное, такой самый известный, из которых я делал. Уже, конечно, несколько лет мы ничего там не делаем, не выкладываем лекции. Вот. Пу-пу-пум. Потом различные татарские книги, вот мы с супругой выпускаем, детские книги. Они сейчас все тиражи уже распродались, уже кончились. Думаем сейчас снова выпустить. Они тоже довольно успешные были. Мобильное приложение, вот Алифба, которое мы делали, оно, ну, там постоянно есть скачки, постоянно есть пользователи, хотя мы их давно уже выпустили его и не поддерживаем сейчас уже, но все еще оно живет, и даже там покупки есть, там есть встроенные покупки, что-то люди покупают. Немного, конечно, но есть. Вот. Ну и самый крупный проект, который мы делали, это не совсем личный, это был проект Министерства образования, это вот учебник Салем, учебник татарского языка с 1 по 11 класс. Вот в прошлом году мы закончили 11 наконец. Его внесли в федеральный перечень учебников, он используется во всей республике активно. Очень классный, успешный проект, мне кажется. Сделали современный классный учебник татарского языка для как раз русских школ, для русских классов. Как называется, для классов с обучением на русском языке. Что такое? Вот это прямо вот мы много лет его делали, очень сильно вложили сил и энергии, и, в принципе, и ресурсов. То есть сначала нам платили, потом мы платили деньги, чтобы он продолжался, потому что надо было его сильно доделывать. А вы говорили про приложение. На что вообще есть пользовательский спрос, если создавать что-то такое? Татарское? Да. Ну, как уж, это все равно, если сравнивать со спросом на русский или английский приложения, это почти на нуле, да, то есть спрос очень низкий.
Я могу сейчас посмотреть даже, сколько у нас скачали за вчера, скажем, Липа, да, я думаю, штук 10-15 приложений скачали. То есть это очень мало, на самом деле. Но в любом случае, я вижу, что все, что делают для мобильных, это связано с языком. Опять же, возвращаясь к теме, что у нас народ, похоже, состоит на 90% из языка. Все, что связано с языком. Вы не пробовали создать, может быть, мобильную раскладку татарскую? Потому что те, которые есть сейчас... Зачем, если есть? Они плохо работают? Есть раскладка от Минцифры, есть раскладка от как раз Института семиотики, есть еще пару раскладок от отдельных людей. Все они по-разному работают. Как-то мне Минцифра попросила как раз набор... Они сейчас создают новую версию своей раскладки, и я свои пожелания написал. Вот они делают, зачем мне делать, если другие делают. А свои пожелания я уже озвучил. Так, понятно. Просто те, которые я, например, использую, они очень давно обновлялись и лагают, плохо работают. Ну да, вот я не знаю, как на Android, я айфоном пользуюсь, но айфоновская, Минцифровская меня, не то что устраивает, но, по крайней мере, там есть, в целом она нормальная. И сейчас, надеюсь, будет новая. Конечно, они уже где-то полгода ее делают, не знаю, сколько еще продлится, но, надеюсь, выпустят. А у вас которая? У меня Минцифровская. Понятно, просто я тоже разные пробовала, тоже в App Store, что есть. Из более-менее удобных они очень давно обновлялись и вылетают, лагают, такие проблемки есть. Не, у меня проблем не было, все работает, просто работает, предложка слов работает так себе. То есть оно предлагает слова, которые ты не хочешь использовать. Может быть, да, такое тоже. В татарском, на самом деле, проблема из-за того, что у нас окончаний много. Предложить слово, которое будет, скорее всего, верным в данном контексте, очень непросто. Потому что китап, китаплар, китаплар, да, г, там да, потом да, г, да, да, там и откуда понять, что ты сейчас хочешь сказать, непонятно. По идее, он должен предложить слово, а потом ты дописываешь уже окончание. Что-нибудь такое должно быть. Да, вариаций на самом деле огромное множество. Вы также работаете же в сфере дизайна? Да. Да? Сейчас мы работаем больше в сфере видео, все-таки дизайна уже меньше, больше в сфере видео. Да, вы как-то говорили, что татарского дизайна его нет, не существует. Вы сейчас также к этому относитесь? Как индустрии нет, то есть есть отдельные люди, которые этим занимаются, но если говорить, как говорят же, татарское кино. Какое нафиг татарское кино? Есть отдельные татарские фильмы, нет индустрии татарского кино. Нет ни одного фильма, до которого пришли бы, и он окупился. Не знаю, может, конечно, вот этот Байбулат, последний фильм как-нибудь хоть немного окупился, но я не думаю, я не уверен. Потому что фильм все-таки это дорогая вещь. Так и с дизайном, то есть нет индустрии татарского дизайна. Отдельные дизайнеры есть. Фильм Байбулата хорошо есть, наверное, самая близкая индустрия татарского дизайна — это именно рукоделие. Оно по сравнению со всем другим неплохо живет. У них есть большое количество людей, отдельных производителей, дизайнеров, у них есть конкуренция, есть какая-то окупаемость, я так понимаю, то есть они не на энтузиазме, а за прибыль это делают. В общем, это с рукоделием получше, похоже. А вы про бренды говорите какие-то локальные татарские? Или... люди, которые выставляются, Пищаем базаром, да, там, на фестивалях именно. Я это называю рукоделием, может, другое слово есть какое-то. Можно их назвать татарским дизайном, если в этом смысле, тогда что-то есть. Да, понятно. Я говорю про дизайн графический, про какой-то видеодизайн и так далее. Ну да, его
Сложно найти, наверное. Насчет .NET вы уже сказали. Татарская разработка, я так понимаю, туда же относится? Разработка чего? В принципе, вот это вот. Приложения различные, сайты, может быть. Есть отдельные энтузиасты, опять же, да. Есть люди, которые вот на андроиде довольно много, если набрать что-нибудь татарское что-нибудь, да, в поиске, слово татарское, там выйдет немало приложений, но они все такие низкого качества, сделаны отдельными людьми, энтузиастами, ну или это в виде отдельных проектов, детских проектов. Что-то есть отдельное, но индустрии разработки, конечно же, ее нет. Ну, а кому она нужна? Но у нас же все, любая индустрия должна упираться в прибыль, да? Никто же не, ну, ты не можешь сделать что-то крупное за бесплатно, потому что крупное делается силами большого количества людей, которым надо заплатить зарплату. Поэтому, если что-то не окупается, оно и не будет расти, и не появится никакая индустрия. Ну вот вы так резко высказываетесь все равно про то, что татарской индустрии такой не существует, но все равно создаете татарские проекты. Ну, я немного специально это делаю, чтобы подчеркнуть. То есть понятно, что, знаете, если сравнивать, с кем сравнивать? Мы же сравниваем, наверное, с русскими, с иностранными этими ситуацией с другими языками и народами. Если сравнивать, там, не знаю, с чувашами там, или с кем? Еще какими-нибудь поменьше народами, да? У них, наверное, еще хуже. Тогда у нас лучше. Опять же, с кем сравнивать? Я немного обостряю, чтобы показать проблему. Ну и не надо... А что, надо сказать, что у нас все хорошо, что ли, совсем? Нет, не хорошо. Ну, все равно стараются сделать, чтобы было хорошо. С русским или английским сравнивать, конечно, сложно, потому что это государственные языки, а у нас немножко другая ситуация. Ну, относительно других малых народов, может быть, да, у нас вполне неплохо. Ну да, понятно, что если сравнивать с нашими соседями, я думаю, что у нас получше, чем у других.